Утро доброе, дорогие зрители! Как обычно, эфир национального телевидения открывает передача «Утро Калмыкии». И я, ее ведущая Амуланга Джаданова. Как у вас дела? Что, не очень, а хотите, чтобы стали лучше? Тогда возьмите себе привычку каждое утро разминаться. Это поможет окончательно проснуться и запустить все нужные процессы в организме и настроить на рабочий лад. Сейчас мы покажем вам комплекс отличных упражнений, но не забывайте, главное, делайте все с удовольствием. Ну что ж, все внимание на экран. Утро доброе, дорогие друзья! И снова с вами Виктория Мацакова, фитнес-инструктор по направлению зумба. Итак, я хочу сейчас с вами выучить танец. Он называется кумбия. Очень легкий, простой. Большое спасибо Карине, которая согласилась вместе со мной это проделать. Итак, друзья, представьте, что вы в юбочке. Юбочку поднимаете и работаем бедрами. Хоп, 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 хоп. А теперь работаем ножками, как будто бы вы убегаете. Вверх, вниз, вверх. Меняем ножку. Раз, два. Опять меняем ножку. Опять. Раз. А теперь в сторону идем. Раз, два, три, четыре. В другую. Карин, ты успеваешь за мной? Карин, не забывай улыбаться. Я вижу твое напряженное лицо. А теперь, хоп, как будто срубаем тростник. Хоп, хоп. А вокруг себя. В другую сторону. Хоп, хоп, хоп. Вокруг себя. А теперь танцуем рэп. Назад. Меняем ножку. Еще. Хоп. Назад. Опять рубим тростник. Хей! Карина! Хей! Вокруг себя. Давай. Хей! 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 Вокруг. Опять рэп. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Хоп, хоп. Еще. Хоп, хоп. Еще. Сальца вперед. Раз, два. Ручки вверх, вниз, вверх. Меняем ножку. Хоп, хоп. Еще. Карина, ты жива? Отлично, я этому рада. Пошли. Раз, два, три, четыре. Еще. Хоп, 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 хоп. Еще. Раз, два, три, четыре. Хоп, хоп. Рубим тростник. Хоп, хоп. Вокруг себя. Хоп, хоп, хоп. Танцуем рэп. Хоп. Еще. Еще давай. Ху! Браво, браво! Отличная была разминка, надеюсь, вы ни одного упражнения не пропустили и делали все наслаждаясь. Если так, то заслуженно можно подкрепиться. Не переключайтесь, сейчас мы поделимся отличным рецептом для утреннего приема пищи.
Такой завтрак ты захочешь повторять частенько. Сначала подготовь все для начинки. У меня это помидоры, колбаса, чили маринованный, который давно тебя ждет в моем профиле, и сыр, конечно. Потом обжарь 2 яйца, быстренько посоли, специи, если хочешь, и лопаткой так эти делай. Потом на тортилью закидывай яйца, а ее в сковородку. Поочередно укладывай все для начинки и аккуратно так сверни в такую штуку, как я показываю на видео. Потом переверни и подлей немного масла под нижний шов. И со сковороды на тарелку сразу переверни это дело, и все. Вкуснейший завтрак готов. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш утренний эфир, и сегодня гость нашей студии Эльза Шамова, руководитель Калмыцкого общественного благотворительного фонда «Дари добро», который оказывает поддержку тяжело больным детям Калмыкии. Доброе утро, Эльза! Доброе утро. Эльза, расскажите, когда был образован этот фонд? Фонд «Дари добро» мы основали в 2013 году, уже 8 лет. Эльза, а кто является организатором, инициатором создания этого фонда? Я. Дело в том, что в 2011 году у меня родился ребенок с особенностями. И я, когда поняла, что ему нужна постоянная реабилитация, ему нужно постоянно реабилитологи, которые ему могут помогать. И мы с мужем ездили по всей России, я помню все эти переезды, перелеты. И, к сожалению, тогда в республике не было ни фондов, ни центров, ни специалистов. И тогда мы поняли, что нужно просто самим действовать. И в 2013 году я основала этот фонд и стала помогать 7 детям в Калмыкии. Вашу инициативу сразу же поддержали, допустим, различные министерства или через какое-то время? Вы хотите, чтобы я честно ответила на этот вопрос? Нет, к сожалению, нет. Я помню эти слова, я помню эти кабинеты, и я не понимала, почему они не понимают. То есть в первое время вы получали отказ, и только вот с недавнего времени вы нашли спонсоров, поддержку? Я думаю, что мы просто уже 8 лет как бы заявляем о себе, и мы дошли до такого уровня, когда просто нас не слышать невозможно. Не видеть этих детей невозможно. Республика у нас маленькая. Здесь, конечно, я благодарна родителям, которые уже не скрывают своих детей, не закрываются у себя в квартирах, домах и лишний раз их не показывают. И мы просто начали, благодаря, конечно же, соцсетям, мы начали рассказывать, показывать свои проблемы, трудности и те задачи, которые нам нужны. Только из-за этого мы как бы сейчас до сих пор существуем. За 8 лет работы вашего фонда какие были самые значимые для вас события? Дело в том, что уже 8 лет я приглашаю сюда реабилитологов из других регионов, чтобы восстановить этих детей. Дети у нас к нам на курсы реабилитации приходят с диагнозами, это элементы аутизма, конечно же, потом дети с диагнозами ДЦП, задержкой психического развития, речевого развития. И самое, почему я не останавливаюсь, буквально 2 года назад мне присылает мамочка в личные сообщения фотографию своего сына. Он поступил в Суворовский. Он кадет, и он уже как бы будет человеком, гражданином нашей страны. И она сказала: я вам благодарна, что когда ему было 3 годика, я пришла к вам. И вы нам помогли. И он теперь кадет, и он теперь именно в Суворовском учится. Представляете? Мы сделали, помогли сделать будущее этого ребенка. Это вот такое яркое. Конечно, были дети такие тяжеленькие, которые там не жевали, не глотали. Теперь у них есть хотя бы эти элементарные рефлексы, они могут там что-то, более твердую пищу есть. Это тоже результат. Были дети, которые приносили на руках и говорили: знаете, Эльза, мы списанные. Вот наша выписка, которую мы отправляем в любые риа-центры, нам говорят, отказывают. И я помню этого мальчика, он просто незрячий. И сейчас он рассказывает сказки, ему включают на телефоне, он прекрасно слышит, и он эти сказки пересказывает.
Он начал сидеть на диване, конечно, с поддержкой, там подушки подкладывали, но принесли его на руках, он был лежачий. Сейчас в возрасте 11 лет он рассказывает сказки прекрасно. Девочка тоже незрячая, она дома ходит, щупая стену, но она ходит сама, тоже с диагнозом ДЦП. Говорит там какой-то там дай пить, дай есть, конечно, не предложением, но это тоже результат. Я думаю, что это неплохой результат. Если заниматься этими детьми, не списывать в возрасте 3-5 лет, я думаю, мы можем здесь у себя в республике не возить их за пределы, там, не платить огромные деньги, просто вложиться в этих специалистов, и мы можем получать эти результаты здесь, на месте. Лишний раз их не перевозить, там, стресс, это перевести ребенка в другой регион. Это тоже там тяжело им. Спустя вот долгое время после помощи, допустим, тяжелобольному ребенку, вы продолжаете свое общение с ними, поддерживаете какую-то связь? Да. Угу. А часто ли были такие случаи, когда вас отговаривали от идеи создания фонда? Именно из числа родственников, близких людей? Потому что у меня у собой был ребенок ДЦП. Здесь понимали, что если инициативы от меня не будет, ну кто мне поможет? Руководство, к сожалению, тогда республики, ну я ходила, я обращалась, ну нет. Профильные министерства тоже нет. Сейчас, конечно, кардинально все изменяется. Я вижу, что здесь уже и работа министерств там профильных, они работают. Я рада этому, что теперь обращение этих семей с такими особенностями развития уже берется под контроль. Все по-другому сейчас, в отличие там 8 лет назад, когда мы только формировались. Эльза, насколько мне известно, в прошлый четверг вами, вашим фондом, была организована елка желаний. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как она проходила, как долго к ней готовились. Каждый год в фонде «Дари добро» мы делаем новогодние подарки. И родители нам постоянно, вот мы пишем в группе, у нас есть в группе Вайбере «Дари добро», родители с этими детишками, и они пишут данные этих детей. Я попросила на 130 детей, потому что у нас определенное количество средств было, на эту сумму мы должны были закупиться. Но детей больше оказалось. И тогда я обратилась, я являюсь зампредседателя Общественной палаты Республики Калмыкия, своим членом палаты. Я попросила, говорю, знаете, у нас есть дети, которые не попали в список. Давайте мы проведем елку желаний у себя в палате и исполним их желания. И я благодарна своим членам, что они поддержали эту идею и согласились сделать подарки этим детям. Мы осуществили желание 27 детей. В этот список попали дети-сироты, 4 ребенка, вот они круглые сироты, 4 детей из многодетных семей, и вот 19 у нас получается дети с особенностями в развитии. Подарки были разные, там кто-то попросил танк на управление, на пульте управления, кто-то гитару, кто-то набор для рисования. То есть мы хотим сказать, что если есть способности, у каждого ребенка есть все равно какие-то способности. И если их развивать, то можно добиться. И я благодарна своим членам палаты, что они это поняли, приняли и сделали. На самом деле там много времени у нас не понадобилось, желания были, дети были. Я благодарна родителям, что они оперативно нам писали, где можно купить эту игрушку или этот развивающий набор, в каком магазине, по стоимости. Поэтому мы по всему городу не ездили, заказы там за 2-3 суток мы не ждали свои заказы. Мы очень быстренько все купили, подготовили. Поэтому спасибо всем. Спасибо, что это все-таки елка желания. Конечно, я хочу сказать, что 27 детей это не так много, но это впервые у нас в республике мы провели в общественной палате. Я надеюсь, что она будет проводиться каждый год, и желание детей будет, количество детей увеличится, и количество спонсоров. Также не только члены поддержали, и НКО, некоммерческие организации,
Также управляющая компания проявила инициативу, тоже подарила и отвезла этому ребенку на дом его подарок. Это тоже определенно, они своими глазами увидели, как живут эти дети, в каких семьях, это быт их. Наверное, эмоции тех детей, которые вошли в этот список, которым исполнили желание, не передать словами. Да, родители потом писали, что знаете, я плачу, потому что я вижу эмоции своих детей. И когда вот у нас привезли подарок девочке, кухонный уголок игрушечный, у нее спросили, как тебя зовут? Она никогда не называла своего имени. Она ответила ему, меня зовут Дарина. Мама просто была удивлена, потому что у нее есть особенности в развитии. Она говорит определенные слова, но никогда так не отвечала никому. И когда увидела она этого человека с этим подарком, она просто, может быть, какую-то там эмоцию определенную получила и ответила на вопрос, что ее зовут Дарина. И она говорит, это просто счастье. Счастье, что к нам приехали в дом, мы рады, что нам привезли подарок о том, какой она мечтала, просила. Перед началом нашего интервью мы побеседовали с Эльзой, и Эльза рассказала мне о том, что есть в благотворительном фонде происходят разные негативные ситуации. Расскажите о них, чтобы люди, я думаю, общественности нужно это знать. Ну, не совсем негативное. Дело в том, что у нас в республике насчитывается 1600 детей, это от 0 до 18 лет, дети с инвалидностью. Конечно, всем детям новогодние подарки фонд «Дари добро» не сможет сделать. Это просто нереально. И поэтому в этом году мы помогли и сделали подарки, 228 детей у нас получили. Вот сегодня мы закрываем эти ведомости. Это дети, которые в этом году получили эти подарки. В прошлом году у нас было 500 детей, но там спонсоров было больше. В этом году меньше. И вот я на самом деле, если бы у меня была бы возможность помогать и делать больше подарки, я бы, конечно, это делала. И я хочу обратиться к родителям этих детей, что вы, главное, конечно же, не подарок. Главное, чтобы ваши дети развивались и чтобы у них все было хорошо. И я призываю всю общественность. Я знаю, что вот эти елки желания, если мы будем проводить в каждой организации, что тогда, я думаю, что в каждой семье будут подарки. Если в каждой организации мы будем проводить елки желаний. В общественной палате там 30 детей, у вас РИА Калмыкии там 30 детей. Каждая организация распределит этих детишек, и все, разные министерства, Минсоц, Минздрав, Минобразование. В этом ничего сложного нет. И тогда у нас не будет никаких негативных отзывов. Эльза, вы много лет получали отказы. Сейчас общество обращает на это все внимание, поддерживает как-то. Каким образом можно обратиться к жителям нашей республики так, чтобы призвать их делать добро, быть неравнодушным к таким детям, к взрослым, без разницы? Знаете, я хочу сказать, что у нас Калмыкия очень маленькая, но она очень сплоченная. Мы помимо того, что там проводим курсы реабилитации, новогодние подарки перед Новым годом, да, там продуктовые наборы весь прошлый год, 2020 год мы делали. Мы делаем еще сборы, открываем сборы для этих детей на операцию, на лечение, на срочные там препараты, которые жизневажные. И все сборы, которые открывал фонд «Дари добро», мы их закрывали. У нас не было ни одного сбора, который мы не закрыли, то есть не смогли собрать необходимую сумму. Это мы делали только благодаря нашим жителям, тем, кто доверяет этому фонду, нашему фонду. Спасибо вам большое, отдельная благодарность от меня. И я хочу сказать, что все мы на самом деле, жители республики Калмыкия, у нас это, наверное, в крови помогать и быть сплоченными, быть, вот если происходит беда, мы всегда помогали друг другу, у нас есть это, в крови, наверное, это передается. Поэтому спасибо.
Ну, наверное, мой завершающий вопрос. Что вас не останавливает помогать другим людям? Что мотивирует и вдохновляет? Наверное, отзывы родителей. Если я больше буду получать результаты от этих курсов реабилитации, которые мы 8 лет проводим, от отзывов и фотографий, видео, как вот в этом году буквально у нас произошел такой случай. Весной в апреле пришла мама, принесла ребенка на руках. И 2 курса, то есть они в апреле отзанимались, в августе, и в сентябре ребенок сделал первые шаги. Ребенку 3,5 годика, представляете? 3,5 года ребенок не ходил. И она только отзанималась 2 курса, это по 10 дней, у того специалиста, которого я пригласила сюда. И папа, он счастлив, потому что ребенок начал ходить. Конечно, походка там чуть-чуть шатающая, но это только первые шаги. И это на самом деле счастье. И вот такие, когда видео, фотографии, отзывы я получаю, я понимаю, что я не просто так делаю. Значит, я делаю и делаю все правильно. И результаты есть. Вот только благодаря этим результатам фонд существует, и он продолжает работать. Только на моем желании просто это делать, и все. Сегодня мы еще раз убеждаемся, что мир не без добрых людей. Эльза, спасибо вам огромное за наше интервью, за то, что вы несете пользу в массы. Сейчас приближается наш Новый год, калмыцкий праздник ЗУЛ. Можете поздравить жителей республики с предстоящими праздниками и пожелать им чего-то интересного. Дорогие мои земляки, я вас искренне поздравляю с наступающим ЗУЛ. Это наш такой добрый, теплый праздник. И с наступающим Новым годом. Пусть Новый год он будет более успешным, более удачным. Всем желаю здоровья, крепкого. Здоровье нам всем так необходимо. Будьте счастливы. Доброе утро всем, кто только что проснулся и присоединился к нам. Я напоминаю, в эфире передача «Утро Калмыкии» и с вами Амуланга Чаданова. До Нового года остались считанные дни. Все уже начали, наверное, украшать свои дома и квартиры. Сегодня я предлагаю сделать такую объемную, красивую снежинку, чтобы украсить свой дом и, возможно, нарядить даже елку. На первый взгляд, конечно, может показаться, что ее сделать очень сложно. На самом деле это не так. Сейчас я все покажу. Давайте приступим. Берем наш лист бумаги. Бумага может быть абсолютно разноцветной, и красная, зеленая и так далее, как пожелаете. Складываем наш листочек вот в такой треугольник. И у нас должна остаться ненужная лишняя часть в виде прямоугольника. Его мы отрезаем. Он нам не пригодится. Убираем в сторонку. Сейчас нам нужно прорезать полоски с разных сторон. Отсюда и кверху. С этой стороны тоже кверху, но не отрезаем до конца. Буквально сантиметр остается между двумя полосками. И так проделываем до конца. Примерно получается по 3-4 такие полоски с разных сторон. У нас получилась такая елочка, но пока она еще не готова, мы ее раскрываем. Берем наш первый получившийся ромбик, сгинаем с двух сторон и закрепляем степлером. Теперь соединяем две полоски с другой стороны и
И так проделываем до конца. Соединяем полоски между собой. Каждый раз переворачивая наш ромбик. Первая часть нашей снежинки готова, нам нужно вырезать еще 5 таких ромбиков. Всего должно получиться 6 ромбиков, затем мы это все соединим. Мы уже вырезали 5 ромбиков, сейчас вырежем 6-й и будем все это соединять вместе. На треугольниках вы можете полоски вырезать сначала, допустим, с одной стороны и также не до конца, оставляя буквально сантиметр, а потом уже с другой. 4 полоски у меня получается. Вот, например, сначала вырезаем первую, оставляем место, вырезаем вторую, оставляем место также. Третью и четвертую. Вот, у меня получились вырезанные полоски с одной стороны, теперь я также буду вырезать и с другой стороны. Две. Три. И 4. Раскрываем опять нашу снежинку. Раскрыли нашу снежинку. Соединяем. Сначала с одной стороны. Ромбик посередине. Начинаем всегда с него. С другой стороны. Опять переворачиваем. Обычно я соединяю по 3 ромбика, берем за края и закрепляем их степлером. Вот мы соединили уже одну часть, получается, нашей снежинки. Соединяем еще 3 между собой для начала. Желательно, чтобы это все было сделано ровно. Закрепили. И теперь 2 наши половинки соединяем в одну. Мы соединили по 3 ромбика между собой, но, как вы видите, снежинка немножко опадает, поэтому необходимо закрепить также ее с 2 сторон по всем ромбикам. И тогда она соединится и будет смотреться более красиво. Мы аккуратно берем наши полоски, защелкиваем степлером. Мы соединили с 2 сторон края всех ромбиков, соединили также по 3 ромбика посередине между собой, и у нас получилась такая красивая объемная снежинка. Как видите, делать ее несложно. Сейчас я предлагаю повесить ее на елку, но лучше, конечно, вешать такие объемные большие снежинки на окна, на полки, подвешивать на шпагат. Берем за любые полоски. Можно вырезать несколько таких снежинок, можно их сделать разных цветов и украсить полностью елку. Ну а наш эфир подошел к концу. Уже на этой неделе мы встретим новый 2022 год. Желаю всем много сил и бодрого настроения. Пока-пока.